Сегодня завершаем цикл лекций. У нас было 5 лекций по музыкальной культуре. Это последний сегодня чукчей. О творчестве, о композиторском творчестве было 2 лекции Кирилла Герасимова и Владимира Ксенофонтова. Была лекция Устина Навсорова и Нганаса. Видите, лекции, проведенные преподавателями или аспирантами и музыковедами кафедры искусствоведения Артистского института. Поэтому этот проект наш завершается этой весной. Но осенью мы снова, октябрь-ноябрь, тоже дадим 5 лекций. Пригласим лекторов со своими исследователями. Те, которые занимаются сельской работой, люди знают свои темы лучше других, как мы говорим. Поэтому они интересны, они глубоко вникают. И, ну, опять-таки, это хорошая лекторская практика. По вашим отзывам мы поняли, что они нужны, именно удаленные, для тех, кто живет в вузах. Возможно, если будут у нас очно, то будет даже еще и хорошо в стенах библиотеки. Да, значит, сегодня у нас в эфире чукотский фольклор, а именно председатель ассоциации Чукчи, отличник образования, отличник культуры, преподаватель фортепиано детской школы искусств Жанна Андреевна Дичкова. Она же у нас тоже закончила аспирантуру по классу Юрия Шекина, вот с этой же темой, ну как бы, да, про Чукчи. И поэтому сейчас она работает углубленно над этой темой, продолжает. Мы ее пригласили, чтобы она поделилась с нами своими знаниями, вообще своей темой, чтобы мы музыку послушали, посмотрели видео, так сказать, от носителя этой культуры. Пожалуйста, Жанна Андреевна. Добрый вечер, уважаемые участники сегодняшнего семинара. Еттыктумгатури. То есть я на родном чукотском языке поздоровалась с вами. Мне очень приятно, я хочу поблагодарить организаторов за приглашение поучаствовать, напрямую поучаствовать и снова окунуться в свою родную тему, осветить такую интересную область творчества народного творчества. Это музыкальный фольклор чукчи. Чукчи – это один из коренных сибирских этносов, проживающих на крайнем северо-востоке России. Общая численность чукчи на 2010 год составляет 15 908 человек. Основная часть колымских чукчи сконцентрирована в поселке Колымское Нижнеколымского района, где их насчитывается примерно свыше 400 человек. Название селу дано по имени реки Колыма, центр Халарчинской тундры, издавна заселенной северными народами юкагирами, эвенами и чукчами. Название тундры сохранило память о ее аборигенах, юкагирах. Именно они дали название западным землям района Халерча, от юкагирского слова халерха, чайка. Колымское – это уникальный по своему этническому составу поселок. Здесь проживают чукчи, эвены, тундренные юкагиры, потомки русских старожилов, северные якуты. Каждый из этих народов сохранил свой язык и уникальную культуру. По языку чукчи относятся к чукотско-корякской ветви чукотско-камчатской семьи языков. Их ближайшими родственниками являются коряки, кереки, алюторцы и несколько более дальними и тельмены. Диалекты чукотского языка на сегодняшний день достаточно не изучены. По предварительным данным, лингвисты выделяют 5 диалектов: уэленский – восточный, чаунский – западный, нунлингранский, хатырский, энмелинский. С недавних пор лингвисты различают и нижнеколымский диалект. С антропологической точки зрения чукчи являются монголоидами арктического типа. Что касается официального названия этноса, то термин чукчи, производный от самоназвания одной из этнических групп чаучу, распространился среди
русских землепроходцев с 17 века. И с тех пор прочно закрепился в литературе и языковой практике. Кроме него существовало еще общее самоназвание Луара-Ветлан, настоящий человек, которое употреблялось чукчами обычно лишь в противопоставлении себя европейцу. Владимир Германович Танбагарас, это первый исследователь чукотского народа, так писал об этом. Чукчи называли себя просто людьми Ораветхят или настоящими людьми Хиораветхят. Это подразделяется на две большие группы, различающихся по хозяйственно-культурному типу. Это оленные чукчи, главной отраслью которых является оленеводство, и береговые чукчи, которые занимаются морским промыслом. Оленные чукчи имеют самоназвание чаучу, богатые оленями. Они держали многочисленные стада. По мнению Багараза, быть может, самые многочисленные в мире. Береговые чукчи имеют самоназвание анкахит, помор от этнического слова анхы, море. Их основным хозяйственным занятием была охота на морских млекопитающих, китов, моржей, лахтаков, тюленей и нерв. Сегодня мы с вами рассмотрим культуру чукчи, проживающих на территории Якутии. Это в Нижнеколымском районе местность Халарча. В настоящее время создана рабочая группа по подготовке документов в ЮНЕСКО. Это Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Об объявлении территории Халарчинской тундры объектом культурного наследия. Это означает, что музыкальная культура, язык, фольклорное устное творчество чукотского народа будет под охраной ЮНЕСКО. Ведь с 2003 года принята Конвенция об охране нематериального культурного наследия. Интерес к чукотскому народу, его культуре и языку на таком высоком уровне говорит в первую очередь о существующей и заявляющей о себе острой проблемой сохранения и исследования такого уникального явления, как песенный фольклор чукчи. И продленное ЮНЕСКО десятилетие языков коренных народов мира также говорит об актуальности этой темы. Мое выступление построено на полевых материалах, собранных с 2003 года у чукчи Нижнеколымского района республики, на результатах социологического опроса. Это интервью, опросы чукотского населения, их рассказы, на основе публикации учебно-методических пособий, литературы с компакт-дисками чукотских песен, брошюр по музыкальной культуре нижнеколымских чукчи, а также с привлечением архивных записей, видео и фотоматериалов в интернет-сайтах о культуре чукотского народа. Своеобразные геоклиматические условия, повлиявшие на изолированность и географическую отдаленность, во многом определили богатство и яркую самобытность этнической культуры Луара-Ветлана, то есть чукчи. Когда мы говорим о чукотской музыкальной культуре, сразу на ум приходит Эргурон, да, чукотско-эскимосский ансамбль песни и танца, который был создан в 1968 году и в 1974 году приобрел статус государственного. В 2000 году ансамбль признан особо ценным объектом наследия Чукотского автономного округа. С особой теплотой вспоминаются дни первой международной научно-практической конференции, проходившей в Якутске в 2003 году. В числе их участников была и представительница, яркая представительница чукотского народа, танцовщица, певица, одна из тех, кто стояла у истоков создания Эргурон, Рультенеут, Екатерина Александровна. У нас с ней состоялась личная встреча, где мы с радостью и с большим удовольствием общались, делились впечатлениями, вспоминали знакомых нам людей. А ее мастер-класс по чукотскому искусству оставил неизгладимое впечатление у всех участников этого мероприятия.
Далее нас связывала с ней и дружба, и снова мы увиделись с ней по онлайн-конференц-связи на презентации монографии доктора искусствоведения профессора Юрия Ильича Шейкина «Музыкальная культура чукчей», которая прошла 12 февраля в Арктическом институте. И радует, что Екатерина Александровна также активна в деле пропаганды родной культуры, полна жизненных сил и энергии. Гордостью жителей Нижней Колымы, несомненно, является народный ансамбль «Яра», пропагандирующий культуру уникальную своего народа, который был создан в 1986 году на базе сельского дома культуры. Итак, на сегодня мы имеем неоспоримый факт существования богатой песенной культуры чукчей, принимая во внимание личные песни, различные виды этого жанра. Явление этого феномена можно объяснить некоторыми положениями, которые сформировались благодаря определенным и глубоко укоренившимся традициям внутри народа. Одно из этих положений можно найти в трудах Лыткина, где говорится о том, что с раннего детства коренные жители обучаются не только исполнению, но и созданию песен, и коренные жители созданию песен и танцевальных мелодий. С точки зрения завоевания научно-технического прогресса человечество много что обрело, но в вопросе традиционных культур мудрость народную, способы и инструменты для самоидентификации личности нами, к сожалению, утрачивается. Описанию песенной традиции чукчи посвящены работы ранее названного нами исследователя Лыткина. Он выделил основные разновидности личных песен, к которым относятся колыбельные, именные и памятные песни. Вслед за Богоразом Лыткин отметил, что по традиции каждый ребенок сразу после рождения получал в подарок от родителей песню. Это колыбельная, которой родитель укачивал ребенка. В этой песне обычно находили отражение те или иные черты новорожденного, мечты родителей о его будущем. Следующим этапом было сочинение повзрослевшим человеком именной индивидуальной песни для себя. Лыткин указал, что такие индивидуальные песни чаще всего представляют рассказ о себе, о работе, о лучшем олене и собаке, об окружающей природе и создаются на основе мелодий предков, их интонаций и характерных ритмов. Что касается памятных песен, то они связаны с какими-то яркими событиями и, как правило, повествуют о мыслях и чувствах, пережитых в это время их создателями. Такие песни исполняются, как правило, только в узком семейном кругу. Глубокое всестороннее изучение музыкальной культуры народов осуществлено Юрием Ильичем Шейкиным. В музыкальном мышлении Лора Витланов исследователь отмечает основной критерий – эйнен – звук. Из этого ученый делает вывод, что этнические слова «типейнен», «пильгейнен», «эйненен», что означает «я пою», «горло поет», «инструмент поет», имеют интонационную природу. А греб, будучи отличительным свойством мелодического выражения песни, меняет распеваемый текст, тонизирует, ритмизует и фактически делает его стихом. Таким образом, в чукотском музыкальном фольклоре личная песня – это достаточно самостоятельный и устойчивый напев, которому свойственны гибкость, варьированность, импровизационность, глубокий распев обертонов со сложной внутрижанровой структурой, о чем говорит некоторый анализ песенной практики народа. Кроме того, чинит-кингреб, то есть личные песни лирического характера, это наиболее распространенный и устойчивый жанр в традиционной музыкальной культуре Лора Витланов. Одна из главных тем песен чукчи – это мир родной природы, где человек, его чувства, переживания, его духовный мир играют главную роль. Как это происходит? Тесная связь с природой, взаимосвязь и общение с ней приводят внутреннее состояние человека в гармонию, обновляются его мысли. Он наполняется новой силой и смыслом. Здесь он находит утешение и радость, свое внутреннее «я».
У каждого автора находятся свои особые слова для выражения своего эмоционального состояния и зоркий глаз истинного художника, чтобы увидеть то, что скрыто от многих. Так появляются напевы импровизации, где слово может быть вторично. Часто оно даже не имеет вербального смысла, где на первый план могут выступать тембровые характеристики, тем самым становясь одним из музыкальных средств выражения. К примеру, возьмем тот же греб «Длинная ночь» 21 декабря, где поется о том, что есть холодная, длинная ночь и короткий день. Или песня «Колымайна» Гарулина Иннокентия Яковлевича, где воспевается родная река Колыма, у которой длинная широкая спина и есть сила, чтобы кормить людей. Или же очень мрачный напев «Почему ночью уезжаешь?» исполнительницы Егловской Анны Федоровны, песня женщины, которую оставляет мужчина, и она вдогонку проклинает его, желая ему смерти. Чиниткин греб носит имя ее автора-исполнителя и представляет собой художественно-психологический, глубокий, точный его автопортрет-амулет. По глубокому убеждению чукчи в песню, как и другие атрибуты культуры, огнева, бубен заложен сакральный смысл. Она призвана сопровождать человека везде, охранять его, приносить человеку счастье. Кроме этого, существует негласное табу на использование песен без разрешения или с условием обязательного озвучивания имя автора песни. Каждый воровитлан может узнать свою личную песню, даже если она значительно видоизменена. Сегодня мы услышим песни уникальных людей, представителей чукотского народа, носителей традиционной музыкальной песенной культуры чукчи, Нутенли Егора Андреевича, его супруги Кемлин Акулина Афанасьевны, Неустроевой Анны Дмитриевны, Каургиной Анны Александровны, Чепиной Евдокии Ивановны и других. Также хочется отметить другие особенности чукотской песни. За счет распевания отдельных фонем слов создается неповторимый музыкальный образ автора-композитора, что может являться и его индивидуальной характеристикой. Особо отметим, такое сочетание смысловых и мелодических элементов является специфическим стилевым приемом пения данного автора-певца или его музыкальным портретом. Иногда индивидуальные изюминки каждого автора могут быть едва уловимы, едва слышны, но именно они будут являться основными указателями именной музыкальной характеристики. Рассмотрим некоторые из таких изюминок у исполнителя Гарулина Иннокентия Яковлевича. В целом его напевы основаны на архаичной 3-4-тоновой системе с орнаментированным вибрато на слоге. Его песни глубоко повествовательны и представляют собой пение для себя. Послушаем песню «Длинная ночь». Вот автор поет, что очень холодно. Попробуем обобщить вышесказанное на примере одной песни Иннокентия Яковлевича. В начале литературного текста автор начинает свою песню традиционным запевом «Что говорят чукчи». Его можно рассматривать как один из показателей преемственности в культуре, и об этом нами говорилось выше, когда мы говорили о том, что песни передаются по наследству. Далее идут слова «очень длинная ночь и холодный короткий день». И пока олени стадо кушать, может согреюсь. Пока олени стучат копытами об холодную землю, может согреюсь. Эти слова говорят о переживаниях человека, его собственного отношения к этому явлению природы. По всей видимости, нашему герою выпала нелегкая задача сторожить или пасти оленей в эту пору.
Что является отличительной чертой личных песен, напевов, импровизации Горулина Иннокентия Яковлевича? Можно сказать, что песни спокойные по характеру, раскачивающиеся ритмом, с низким обертонным звукорядом, с повторяемыми олиготонными мелодическими оборотами, которые слегка вводят в состояние транса. Его музыка здесь как бы оберегает, успокаивает. Хочется представить на страницах, на сегодняшней презентации не менее яркую и интересную исполнительницу, носительницу чукотского языка и фольклора Чепелину Евдокию Ивановну. Она 1939 года рождения, истинная хранительница очага, народный семейный священник, готовый всегда поделиться со своими детьми, внуками, правнуками, а также для всех интересующихся народной мудростью и навыками по традиционным ремеслам, музыкальным багажом из личных песен и песен других авторов. Представляем вашему вниманию греб рыбака Тегриневина, который можно отнести к трудовым промысловым песням. Метрическая доля в песне соответствует слогу и определяет рабочий темп рыбака, занятого в повседневной работе. В песне счастливый рыбак возвращается с богатой добычей домой. В песне рыбак описывает последовательность своих действий во время лова. Лопатой выгребает снег, копьем прорубает лед, вытаскивает и смотрит сети, бросает на нарту выловленную рыбу, и в конце концов они едут домой. В конце песни подошедшим к нартам старик приветствует ребятушки с промыслом и желает кай-путь, то есть добрый путь. Dewa Jamin Terkenam Kopraterhonam Koyeyam Keyam Koyam Ankomga. И совсем другое настроение мы слышим в другой песне, в песне, которая называется «Чайпалинте». То есть это ее муж, его имя Чайпашин. Надо думать, что ее муж был, наверное, не из легких по характеру людей, так как в тексте слышны нотки плохо скрываемого страха, опасения от того, что скоро придет Чепелин, говорится, какой, вот опять, да, и вот он разозлится. Начало послушаем. Mình chạy qua đi ngân nằm ở đêm về cô nằm và trên ngã đêm cô. Следующая песня из репертуара Евдокии Ивановны представлена как родовая песня «Росы накай». Она принадлежит жене старшего брата отца, которая его воспитала брата отца. Песня небольшая по объему, всего 24 секунды, и состоит она из 8 маленьких фраз. Здесь мы встречаем не совсем обычное мелодическое построение. По тоническому трезвучию мелодия идет вниз. Вообще мелодия как бы кружится вокруг своей оси ноты соль. Оттого возникает ощущение цикличности. Мелодия начинается с ноты си каждый раз с новой фразы. В песне в третьей фразе пропевается имя Росы Накай. Далее не совсем понятное слово «памнетака». Это может быть и пары, то есть со словаря Багараза, это лопатка или паркахи, олень с темными
пятнами в лопатках. Также там есть в литературном тексте говорится о месте, где все это происходит, где-то на том берегу озера. Nam con anh diệu vaya con đốt tình ca dưỡng phát người ta được cải. Следующая наша исполнительница Анна Дмитриевна Неустроева. Родилась в 1931 году в поселке Колымское. За свой многолетний самоотверженный труд она получила почетные звания ветеран труда и почетный житель Нижнеколымского района. Кроме того, Анна Дмитриевна участница многих выставок. Ее уникальные изделия ручной работы экспонировались не только в республике, но и в Москве и за рубежом. В нашей коллекции представлена песня мужа, греб мужа, которую пел ее муж Кауля Иван Александрович, кстати, мой родной дядя. Песню с уверенностью можно назвать событийной или памятной. В ней повествуются драматические события, связанные с ситуацией, когда пришлось пряговых оленей отпустить на противоположном берегу реки Колымы. Небольшое отступление, добавка краски в портрет Чукчи. Все, что нехорошее, связанное с оленями, это может быть, когда они удушаются во время кочевок, или когда они просто падают. Чукчи воспринимает как драму, если не трагедию. И эта песня повествует о том, что на пряговых оленей напали волки. Волки преследовали их долго по мерзлой дороге. Автора переполняют чувство беспокойства и страха за оленей. Возникает такое чувство, как будто сам Иван воплощается в оленя и убегает от кровожадных и ненасытных волков. Близко, близко стали, поется в песне. Такое напряженное состояние проходит красной нитью через всю ткань сочинения. А в конце звучит надежда, которая никогда не покидает оленеводов. Несмотря ни на какие трудности, они говорят, оленье стадо все равно увеличится. Греб мужа Анны Александровны Неустроевой. Номер один. Номер один. Дюхаем я первый. Дюхаем греб. Kunte hui kolam rosetu vagadena. Еще одна интересная исполнительница в нашей коллекции – это Игловская Анна Федоровна, 1917 года рождения, в месте Бюлба, тундра. В свое время была уважаемым в поселке человеком. Отец ее юкагир по национальности звали Петр, то есть Федор. В чукотском языке нет буквы Ф. Мама Татьяна Георгиевна Щербакова, родом из поселка Амалон Чукотского автономного округа. Анна Федоровна свободно владела чукотским, эверским, юкагирским языками. Немного говорила на якутском и русском языках. Несмотря на тяжелую жизнь, потери, она была очень веселая, жизнерадостная женщина, всегда готовая поделиться своими знаниями по языку и культуре чукчи. Нами записано несколько интересных показательных примеров песенной культуры Лора Ветланов, от личных песен до песен проклятия. Как раз об этих песен, отражающих одну из мрачных и тайных сторон традиционной культуры Лора Ветланов, хотелось бы немного сказать на сегодняшней встрече. Наличие таких песен еще раз подчеркивает особенное, характерное этому народу отношение к происходящим вокруг событиям, их право соглашаться с ними или не соглашаться.
В песне «Почему уезжаешь ночью» разгневанная жена Анна Федоровна Ябловская спрашивает у мужа, куда он ночью в темноте едет. Но тут же по окончании записи песни она долго смеялась и говорила, вот он ушел, а я ему всякое разное говорила. Но во время записи нам было не по себе, так как в словах песни слышны были пожелания смерти для собственного мужа. В литературном тексте этой песни слышны слова «умри», «встань», «снова умри». И 2 раза звучит «ночью уезжаешь». Общую тревожность песни придают резкие форшлаговые квартет-торцовые интонации в каждой из 12 фраз. Записи как бы нет, но вот можно посмотреть на нотацию этой песни. Приблизительно она звучала так. Вот как бы так интервальная схема выглядит таким образом, да, чистая кварта, движение вниз, большая секунда, малая терция. Сегодня я хотела бы также представить вашему вниманию еще одну исполнительницу, такую яркую представительницу чукотского народа, Акулина Афанасьевна Кемлин, мать большого семейства Кемлин-Нутенли. Дети Акулины Афанасьевны и Егора Андреевича продолжают успешно работать в оленеводстве. Их имена известны далеко за пределами района и республики. По характеру мягкая, от природы мудрая Акулина Афанасьевна всегда с удовольствием рассказывала истории из прошлой жизни предков, пела сочиненные ею песни, выступала на сценических площадках различного уровня мероприятий. Ее напевы преимущественно в трехдольном ритме, как и многие чукотские песни, но особая манера подачи, атмосфера, создаваемая исполнительницей во время пения, выделяет ее из всех остальных, подчеркивая романтическую натуру Акулины Афанасьевны. Отсюда и название ее песен. Песня о море, песня о девушках, песня о чайке, песня о журавле. У нас сегодня тоже видео не открывает здесь, к сожалению. Но вот есть запись песни о девушках. Песня о море, ну, можно тоже посмотреть нотацию. Она очень будет похожа на песню о чайке, которая будет позже нами представлена. А сейчас послушаем песню девушки «Невыскотты». Сама Акулина Афанасьевна говорит, я буду сейчас песню петь, когда я хотела, чтобы девочки, девки, женщины в тундру ехали, чтобы все хорошо было. Я всегда эту песню пела. И действительно, песня наполнена оптимизмом, искренним задором. Звучит призыв подвигаться, потанцевать. Девушки, давайте танцевать. Вокруг стола, вокруг нар. Не бойтесь, не стесняйтесь. Мы в тундре будем танцевать на белом зимнем снегу. Задорные интонации так и влекут закружиться в веселом танце и на время отвлечься от повседневных забот. Такому настрою способствуют яркие форшлаги, акценты, танцевальный ритм кварта-квинтовая интервалика. А сейчас хочется вернуться к существовавшей в культуре давней традиции дарения песни. Каждая мать или отец специально дарили своему новорожденному ребенку песню. Чав-чи-чав – это особая дарственная песня, обычно названная детским именем ее владельца. Как особый вид чукотского интонирования, ласкательная песня «Чав-чи-чав» могла в некоторой степени влиять на форму и содержание будущей взрослой песни «Чинит-тингре». Такая неразрывная преемственная связь поколений, выраженная в музыкально-историческом плане, составляет один из основных компонентов духовной жизни чукчей.
В песне мы можем услышать не только описание характерных особенностей ребенка, черты, манеру ходить, разговаривать, но и просто момент любования родителям своим ребенком. Иногда яркие по эмоциональной насыщенности напевы формулы могут состоять из синсемантических слогов «како», «како», «кыке», «кыке». Ввиду имеющихся элементов варьирования, импровизационности, свободного ритмического прочтения, этот вид представляет собой неустойчивую форму. Наличие в песне таких семантических слогов – первый выразительный признак жанра детской песни-песнушки. Пример этому можно услышать в Чав-Чечане Слепцовой Галины Ивановны, которую она посвятила сыну Коле. В ее Чав-Чечане синсемантический слог «кочет» дополняется словесным текстом. «Кочет, кочет, кочет нермемури». Море кхявыхма, темный месяц кхявыхма. Перевод на русский язык будет примерно звучать так. Кочет, кочет. Так, слог семантический, мы очень сильны. Мы с мужчиной, хорошо с мужчиной. Дышу. Мungkin bahasa Grab yang denecen. У него, не дай Господь. Кена на ночь. Прошу прощения, это не тот Чав-Чечан. Также есть Чав-Чечан Варваркайнен. Здесь тоже у нас видео. Был очень интересный такой, сейчас как бы ситуация такая хорошая, интересная у нас нарисовалась, когда мы могли бы сравнить два Чав-Чечана, созданных исполнительницей Анной Дмитриевной Неустроевой, и биологическим отцом девочки, которой посвящены два Чав-Чечана, это Лутенко Егор Андреевич. Будучи совсем маленькой, девочка Варя очень была болезненна, и по верованиям чукчей больного ребенка, чтобы он выжил, отдавали в другую семью, обычно семью родственников, у которых не было детей. Так вот, эта Варвара уже выросла у Анны Дмитриевны Неустроевой, и позже она, конечно, узнала, что у ее родители Егор Андреевич и Акулина Афанасьевна. Но вот в творении Егора Андреевича больше присутствуют такие печальные нотки, потому что он как бы все это переживая, вот это родительское чувство, меняется ритмический рисунок, взволнованные эмоциональные тона, как бы максимально обнажают отцовские чувства горя и тоски. Ну, тут вот есть расшифровка нотная. Ну, и имеется у нас аудиозапись Неустроевой Анны Дмитриевны, которая совершенно отличается от первого примера музыкального. Ее текст песни очень прост. Разве чья-то, только наша лапочка. Очень-очень любим. Мажорный лад Анны Дмитриевны раскрашен квартовыми интонациями, несущие в себе дух внутренней радости и свободы, а короткой форшлаги добавляет музыкальный образ элемент танцевальности. Также я хочу представить вам Чав-Чечан ее сына Анны Дмитриевны Неустроевой, Пети.
она им посвятила вот этот чав-чечан. Игривый характер придает не только музыкально-выразительные средства, форшлаги, акценты, но и сам литературный текст, который передает всю специфику этого жанра. Дело в том, что в певческой культуре чукотского народа, особенно в чав-чечанах, ягодицы у детей, которые в младенческом возрасте по своей форме пухленькие, кругленькие, иногда становятся объектом детских песен. Вот именно здесь мы это все услышим. Ore morgen ang asgar atau Мгм. По давней традиции, вот мы говорили о том, что каждый ребенок получает в подарок от родителей песню. Это была колыбельная, в которой родитель укачивал ребенка. Я вам представляю колыбельную Евдокии Ивановны Чепелиной, проживающей в селе Поход Нижнеколымского района. Единство смыслового текста, внутреннее материнское беспокойство о будущем ребенка и ладовое звучание композиции наиболее ярко проявлены в этом музыкальном примере. Равномерное движение мелодии вверх и вниз убаюкивает слушателя. Длинные распевы слогов и о мягко обволакивают вокальную линию, передавая всю теплоту и любовь материнского сердца. Здесь нужно отметить особый настрой исполнительницы. Это и радость любования своим ребенком, и глубокие раздумья матери, ведь ребенок ее вырастет. И что дальше его ожидает в жизни? Кем он станет? Исполнительница поет. Амен, конем, в переводе означает ребенок, ненене. Да? Но здесь он, вот этот слог кон, возможно, это производное от похожего слова конерым, конечно. Но здесь он используется как самостоятельный вспомогательный запев для раскраски мелодического текста. Возможно, он несет в себе и более значимую функцию для передачи глубоких чувств переживаний матери. Мама поет: вот ребенок, скоро вырастешь, сколько лет пройдет, может, станешь учителем, доктором, может, пастухом. И выразительная интонация в распевном слоге «конем», как окончание слова «это он», наверное, очень точно передает двоякие чувства мамы, состояние радости, что есть ребенок, и грусти, что скоро вырастет. Исполнительница поет тихо, глуховатым звуком, и на словах «это он пастух курить», мелодия звучит очень нежно. В переводе означает, может быть, он пастухом будет. В нашей собственной коллекции чукотских песен есть опусы, посвященные различным животным. Домашним оленям, песцам, чайкам, журавлям, даже волкам. Можно кратко привести песни, названия которых красноречиво говорят сами за себя. Песня матери об оленях, песцам, волкам, олененок, чайка, серый олень, журавль. Посвящение песен животным – одна из наиболее интересных областей песенного фольклора чукчи. Этот немаловажный аспект традиционной музыкальной культуры народа напрямую связан с его хозяйственно-трудовой деятельностью и, наконец, представлен как качественный показатель его духовной жизни.
все глубже исследуя традиционную песенную культуру, в частности песни для животных, приходим к выводу, что эти песни нужно также поделить на собственные песни о животных и на песни пестушки животных. Это тот же чах-чича, но для животных. Он имеет те же жанровые особенности, что и в детских пестушках, только предметом воспевания служат теперь животные. Какие-то характерные черты, какие-то внешние особенности, окрас, пятно на теле, повадки и, конечно, наличие в песнях запевов кагандиккай в разных интерпретациях этого этнического слова. Именно сейчас мы послушаем песенный образец Кангуйнын, который представлен с дублем автора Чепельной Вики Ивановны. Нет, скажем. Какая какая Во всем стилевым признакам Кангуйнын относятся к игровым песням пестушкам Чав-Чичан, а предметом воспевания в ней служит олень пестрой масти, также любимая масть у оленевода. О том, что эта пестушка указывает в первую очередь знакомый запев кагандиккай, который по-разному обыгрывается в двух музыкальных сочинениях. Это в оригинале, в дубле. Также хочется пример представить песня «Мальчика Холм». Ну, по-моему, тоже у нас видео. Тут есть нотный пример. Песня «Мальчика Холм» интересна во всех отношениях, начиная с названия песни и заканчивая ее строением. Назвал так Холм сам автор песни Нутен Егор Андреевич. Многие в Колымском так и говорят. У Егора Андреевича есть такая песня «Мальчика Холм». Сам автор при записи этой песни шуткой говорил о внешнем виде горы, предмете песни, которая напоминает ему женские формы. Кроме этого, информант Третьякова Дина Николаевна говорит, что тоже слышала песню про холм мальчика. В ней присутствует романтический элемент в тексте о том, что есть такая гора мальчика. И автор в песне просит эту гору сдвинуться в сторону, чтобы увидеть за ней Юкагирку. Вот такой красивый текст литературный в этой песне. Следующая песня – это «Банка Каюкай», так назвала ее автор Чепельной Вики Ивановна, освещает тот производственно-хозяйственный момент, когда оленеводы некоторым оленям, в нашем случае олененку, на рога привязывали консервные банки. Сама Евдокия Ивановна нам поведала об этом при записи. На рога завязывают банки, и как волк начнет их гонять, банка-то гремит, и уже хозяин услыхал. Беспорядочный шум, производимый банками, означал тревогу. Но в нашей песне мы слышим мирные интонации, радостный момент любования олененка. Передано прежде всего общим настроем песни, мажорный лад, а также интонационно устойчивая кварта секстовая интервалика в конечном счете смысловой нагрузкой. В песне есть слова «куфля-кай-мукай», что значит «одноглазый», «масть оленей», особо любимая у народа, что также добавляет светлые тона в песню. Такой олень обычно абсолютно белого окраса с черным пятном на одном глазе, который привлекает песнетворцев чукчей. Вот она и поет. С банками завязанными, одноглазый олененок. Следующая песня тоже интересная. Начиная с самого названия. Песню «Самолет ТНТ», как яркий пример устойчивости, мы представляли в начальных страницах работы. Напомним, что песню назвал в честь своих беговых оленей Николай Андреевич Дичков. И вспомним историю названия песни, о которой нам поведала исполнительница этой песни Анна Александровна Каургина.
У оленей спиливали все рога, оставляя впереди один рог, энгергельген, чтобы они развивали скорость и были быстрыми, как самолет. Устой, звуковую стабильность песни придает нота соль, а яркая квартовая интонация, придающая остроту, ритм 8 и 16, рисует нам образ волевых, сильных, быстрых оленей, которые бегут и голову держат высоко, как самолет. Поется в песне. Kênh em gật gật tê ngơ sầm mà lô tên tê ấy nè ta ngô kênh hầm mà lô em cô trâu tình ngơ nơm quay gật gật tơ tơ sầm mà lô tên tê. На предыдущих минутах нашего выступления мы говорили уже об Акулине Афанасьевне Кемлин, ее в большинстве своем лиричных песнях. И сейчас мы рассмотрим песню «Чайка». Она у нас есть в аудиозаписи. И можно провести как бы звуковую параллель с песней, предыдущей песней о море. Песня «Чайка» можно представить как песню «Разговор», песня размышлений. Вместе с радостными нотками долгожданной встречи с чайкой исполнительница вложила и другой смысл – тревогу и озабоченность за чистоту прибрежного края, видя нерадостную картину окружающего ландшафта. Чаечная песня, когда люди кочуют, охотники, все грязно. Про это песню я пою, глубоко вдохнув, поведала нам перед записью Акулина Афанасьевна. Ya kinh ngôn ya kinh ngôn để khơi với ai âm nó trái bưởi dễ tư cưng ai để khơi nếu khinh khưng ngao khâu В этой песне есть элемент звукоподражания. Чайка. Кау. Это как раз крик чаек. Нам демонстрирует исполнительница. Не менее яркая область песенного фольклора чукчи – это горлохрипение. Или пильгайнен, что в переводе означает горло, эйнен поет или писк. Необходимо обратить внимание на то, что приемы горлохрипения это вообще не песня, это синкретическое искусство, которое соединяет в себе элементы звукоподражания, хореографии, мимики, жестов. Раньше говорили, что последовательность действий в этом жанре должна обязательно соблюдаться, ведь все, что демонстрирует исполнительница или исполнитель, это своего рода рассказ об окружающем, о празднике, о событиях или как священнодействии, о крике животных, движении и пантомимика – это естественное вкрапление в действие, что в конечном счете влияет на целостность композиции. Хочется представить вам запись звукоподражания. Исполнительница Чепельна Евдокия Ивановна. Это как раз показывает нам композиции с различными стилями интонирования. Тут есть пение, речитатив, горлохрипение, звукоподражание. И Чепелина Евдокия Ивановна подражает голосу Гагары. Здесь же она звуками передает работу женщины, имитируя звуки, образующиеся при скоблении, обработке и выделке шкуры. Гагара-то есть вот это потом.
Какая? Слушай, горло такое черное. Можно постараться описать горлохрипение, которое имитирует звуки работы следующим образом. Скобление шкуры, звук на шумном вдохе и низких регистрах, и вдох на высокой ноте. Шумное выдыхание и шумное вдыхание в низких тонах – это обработка шкуры. Звук ОАЭ, образованный глубоким раскрыванием заднеязычного участка, передает звуки при выделке шкуры. Все эти действия комментирует сама Евдокия Ивановна. И на самом деле движения мастерицы при обработке материала все разные, при этом нет похожих звучаний. На этом я хотела бы закончить обзор, такой краткий обзор, очень такой интересной и большой темы музыкальный фольклор Чукчи и Якутии. Надеюсь, что она вам понравилась. В конце я хотела бы привести в пример стихотворение Ильи Олеговича Фаникова. Это человек, советский российский поэт, журналист, переводчик, родился в 1935 году в городе Бодайбуе Якутской области, воспитывался и учился в Ленинграде. Но очень интересно, что он написал такое стихотворение, которое касается песенной природы чукчей. Согласно заветам седой старины, 3 личные мелодии чукчи даны. Сначала мелодия детства, она бывает родителями сложена. Мелодию зрелости выдумай сам, прислушавшись к жизни, к ее голосам. Мелодию старости внук создает и деду в подарок ее отдает. А вы, постаревшие Европы сыны, чем в жизни отмечены? У вас с фотографиями паспорта, печати и подписи в них пестрота. Они заверяют, что вы – это вы, и то, что действительно вы таковы. С различных сторон подтверждает сей факт. Расчетная карточка, брачный контракт, партийный билет, профсоюзный билет. А вот музыкального паспорта нет. Вдруг скажет, к примеру, привратник в раю, мелодию нам предъяви-ка свою. Спасибо большое, дорогие участники семинара. На этом я заканчиваю. Еще раз благодарю за внимание. Если какие-то, может быть, вопросы или пожелания, мне бы очень хотелось бы выслушать. А можно сказать, да? Да, Я вот хотела выразить большую благодарность Жанне Андреевне. Действительно, мы видим, что проделана очень большая работа. Вот у меня несколько вопросов. Вот Да. есть ли на сегодняшний день изданные сборники народных чукотских песен? Может быть, в советское время или когда ли есть такой прецедент или нет? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот как вы расшифровывали музыку? Это очень сложно. Вот мы слышали, да, это вот такой вот, так сказать, материал от носителей фольклора. Значит, какие трудности вы испытывали при расшифровке? Спасибо. Спасибо, Чаян Дакимовна. Были просто некоторые расшифровки песен в журналах «Музыкальная жизнь», расшифровки Лыткина. Но если касаться сегодняшнего дня, мною тоже по гранту главы Республики Саха издана брошюра «Музыкальный фольклор Чукчи Нижней Колымы», в которой есть тоже некоторые расшифровки, но они больше адресованы для работников культуры, руководителей этнографических центров, которые хотят внедрять в свои программы, свои выступления фольклор чукчи и делать аранжировки. То есть немножко в упрощенной форме есть издание. Вы действительно правы в том смысле, что сложно их расшифровать, и действительно очень сложно расшифровать. Аутентичность такая, что расшифровка одной песни – это не вопрос даже месяца, я так считаю, потому что возвращаясь к ним снова и снова, видишь, что нужно еще дальше работать. Действительно большая работа предстоит, чтобы передать точно хотя бы
как бы максимально точно передать в нотах звучание чукотской песни. А примерно сколько песен вот на сегодняшний день вы уже расшифровали? Расшифровано ну, около 25, наверное, может быть, там где-то. Мгм. Ну, то есть я так понимаю, что нотного сборника до сих пор нет, да, народных чукотских? Вот, да, который отражает вот эти вот аутентичные песни, нет пока. Ага. Мгм. Ну, то есть вот, в принципе, вы можете же, да, этим уже как бы... Да, надо будет уже как-то выносить их в свет. Вместе с компакт-диском было бы, да, очень хорошо сопровождает и компакт-диск с песнями. Может быть, это вопрос уже как бы гранта, будет предметом проекта или еще какие-то, может быть, Ага. заболевания. И у меня просто последнее еще замечание, вот тоже прослушав, да, исполнение аутентичное носителей фольклора, можете ли вы сказать, что природа вокальная вот чукотской песни такая же сонорная, как и в якутской музыке, то есть используются звучание с неопределенной вот высотой, экмелические лады, такие же узкообъемные лады, то есть практически в пределах кварты, максимум квинты. Хотя мы, в принципе, слышали как бы и секста, но это скорее вот такие вот... Это редкий вариант. Да, это редкие какие-то варианты, да. Мгм. Вы, Чеда Кимовна, как большой специалист по сонорной музыке якутских композиторов, якутской музыки, то, конечно, вы услышали, да, действительно, там есть эти элементы, и что тоже добавляет как бы сложности, но и добавляет интереса, оригинальности. Это специфика, да. Да, Мгм. специфика. Это музыкальный код народа. И вот последнее, вот я просто хотела комплимент сказать, очень такой лирический момент был, когда, оказывается, посвящаются песни каждому ребенку. Это же вот так чудесно. Ну, конечно, у нас тоже, конечно, там есть песни, но вот конкретно прямо каждому ребенку. Это вот характерно только для чукотского фольклора или еще где-то вот есть? Потому что вот раньше я об этом как-то вот не слышала, чтобы прямо родители конкретно каждому ребенку посвящали песню. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо за вопросы, спасибо большое.